Мы уже рассказывали ранее о подготовке тувинской делегации к выездной гуманитарной акции «Народы вместе сквозь года». Настало время, когда груз был сформирован, и совместная команда из Тувы и Дома дружбы Волгограда выдвинулась колонной в направлении Луганской Народной Республики. Ребят, есть такое слово красавчики, отработали, я не знаю, вот Голливуд это вот про вас. На первых километрах территориальной автодороги ЛНР редко проскакивающие среди гражданских автомашин армейские грузовики начали сменяться небольшими колоннами более тяжелой военной техники. На юге солнце закатывается как-то быстро. В Луганск мы въезжали уже в темное время суток. Короткий отдых и на следующее утро снова в путь. Ну вот остались последние штрихи, уже собираемся выдвигаться в город Северодонецк. Вот, ребята уже загружаются, и сейчас уже буквально через несколько минут уже выезжаем. Вода в Северодонецке очень ценится, поэтому ее нужно много. Не для раздачи, для этого такого количества едва ли хватит. Вода необходима именно для успешного проведения акции, поэтому грузим и грузим. Северодонецк нас встречает многочисленными разбитыми домами. Именно в этих домах устраивали позиции украинские военные. Ребята-волгоградцы сразу предупредили, лучше унять любопытство и не заходить в эти дома. Могут остаться не разорвавшиеся боеприпасы и даже взведенные мины. Мы сейчас находимся в городе Северодонецке, где в настоящее время проходит акция «Народу вместе сквозь года». В этом городе проходили одни из жарких боев. Результат налицо. Временной дислокацией гуманитарной колонны стал центральный рынок города Северодонецка. Вот где каждый почувствовал на себе, что такое команда. Никто не кичился своими заслугами или регалиями, работали все. Председатель узбекского землячества в Волгоградской области колдовал аж над 3 огромными казанами с пловом. Морковка есть хорошая, мясо, приправы, масло. Еще какие-то специфические есть? Барбарис, зира, кориандр для мяса и твоя душа. Дело нашлось всем. Наш знаменитый земляк Игорь Кашкиндей вообще оказался мастером на все руки. В какой-то момент наша съемочная группа заметила его с топором в руках. Долго я не ролил дрова. Сейчас вот Северодонецк. За 1000 миль от дома? Да. Пока развертывалась национальная кухня, часть команды направилась в Лисичанск. В дороге никаких остановок. Главная точка – ближайший рынок, где хоть как-то идет торговля и можно встретить местных жителей. Город Лисичанск. Груз доставлен по месту назначения. Люди начали получать долгожданную помощь. И хотя время от времени слышна канонада, люди, видимо, к этому привыкли и не обращают внимания. Весть о прибытии гуманитарки разнеслась с быстротой молнии. Лисичанцы моментально образовали очередь. Бросалось в глаза, что люди действительно истрадались и нуждаются буквально во всем. Я извиняюсь, а вы хлеб не даете? Идем куда? Коробка. Конечно. Главная же цель нашей миссии – охватить новогодними подарками по мере возможности детей. И они подходили. Тебя как зовут? Саша. А наступающий у тебя? Фургончик был опустошен подчистую в полчаса. Если честно, были сомнения, что хватит всем. Очередь закончилась буквально с последним продуктовым набором. Едем в Северодонецк, где нас встречает 100-метровое полотнище российского триколора. Кто-то сказал, что есть поверье, что если пробежаться под флагом, то сбываются пожелания. Вот и плов подошел. Неописуемый аромат разносился по всей площади. Более 1000 жителей Северодонецка сегодня попробовали сразу 3 вида этого восточного блюда. Узбекский, афганский и краснорисный киргизский. Сегодня действительно уже стало, наверное, доброй традицией, то, что наши друзья, можно сказать, со всей России приезжают поддержать в это тяжелое время жителей города Северодонецк, города Лисичанск, города Рубежное. И
такие акции, ну, действительно, нашим жителям очень важны. Вы сами можете увидеть огромное количество людей, которые, ну, действительно здесь стоят, ну, не из-за тарелки, понимаете, а горячей еды. Люди просто хотят общения, люди хотят в первую очередь знать, что о них не забывают, и действительно они чувствуют поддержку и реально благодарны. Акция завершилась раздачей необходимых вещей, а самое главное – продуктов питания. Конечно, для многотысячного города одно мероприятие проблему не закроет, но моря заполняют реки, а реки поддержки идут в Донбасс со всей страны. Вместе мы преодолеем все трудности. А нам пора домой, где мы расскажем о прошедшей миссии более подробно. Сайгын Бирбюбеда, Коржак, Тува 24, Луганская Народная Республика.